Всем привет! Мы сейчас с семьей идем на ужин. Решили пойти хушуры поесть. Хушуры — это традиционное монгольское блюдо. Я думаю, если кто был в Монголии хоть раз, конечно же, видел и пробовал, потому что они везде. Мы идем, у нас тут кафешка есть рядом. Вообще хушурных очень много. Есть хушурные отдельные, а есть просто кафе, где будут тоже хушуры делаться. Где я буду тоже хушуры продавать. Мы хотим сейчас вот такую сходить хушурную. Дешевле. Бузы. Что ли? Зашли мы сюда, значит, хушуры уже не готовят. 15 минут 8, кухня закрыта. Здесь такое, кстати, частенько. Рано как-то закрываются, не жарят уже. Перед нами еще народ заказал, которые успели. А мы все. Буза, говорит, есть, а хушуров нет. Мы пошли в другую. Благо их тут много, а все равно что-нибудь найдем. Уже. Папа, яичко, ну. Видно. А зачем мне? А зачем мне отдать? Бузы мы с вами ели, теперь мы едим с вами хушуры. Что такое хушур? Хушур — это как типа нашего чебурека, но везде разные, конечно. Че? Ты сколько взял? Да 3 тебе. А папа? И папе 3. Хушур — это как типа наш чебурек. ЧБ? Хушур — это похож на наш чебурек. В принципе, как то же самое. Тесто, мясная начинка. Получается тонкое тесто, много мяса и лук, специи. Ну и форма как пирожка больше. Везде разные формы. Все по-разному делают. В каждом кафе всегда по-разному. Есть дугуй хушур, есть на дом хушур. А мы какие заказали? Хушур. Я думаю, другую пробую. Халиарташ хушур, я вообще-то не знаю. Ну, это вот, наверное, халиарта, это, скорее всего, такая форма. Я, честно, не знаю. Также едят руками. Саган хушур. Откусывают и едят. Папа. Саган хушур. Вкусно. Хушуры, так же, как и бузы, я ем салатом, потому что я не могу. Ну, для меня жирновато. Обычный капустный салат. Но мы еще взяли с морковкой. Что начинку показать? Вкуснятина. Ну, сока что-то как-то и нету. Сока и нет, да. Обычно выливается. Ну, все готовят по-разному.
Вкуснятина, да? Это кутисички. Будешь такое? Нет. Хорошо. Я хочу еще яички по... А, сейчас жир покажу, что они какие жирные. Мама, Если видно, какие они жирнющие. ты... Ой. Еще местные едят с кетчупом, вот соевый соус у нас стоит. Но мы без ничего едим. Видите, сок не капает. Может, капает, у меня нет. А когда как идет? Че, я беру горячий чай тоже с хушурами. Это как жирное все мясо, да? Но здесь почему-то чая сегодня нету. Мы здесь не первый раз. Она возле нас находится, и мы как бы сюда ходим иногда. Здесь народу всегда. Здесь народу всегда много. Мы пришли, народ еще сидел, и все порасходились. И мы сидим практически одни. Если вы заметили, я колу пью в стекле. Здесь в Улан-Баторе есть завод Кока-Колы, и когда ты покупаешь в стекле, во-первых, она дешевле, потому что тара обратно сдается. А во-вторых, говорят, что в стекле она вкуснее. Но я как бы не любительница колы, просто чая не было, я вот компот пью и колу. И это, ну, скажу, может быть, да, где-то отличается. Мама, какой? Какой папа? Спасибо. Папа, какой? Вот, два последний, смотрите, он какой. Просвечивает. И этот, получается, круглый фушур. Есть как чебуреки. Какие еще Сколько есть? сел? С косичкой. Сколько сел? Ты знаешь. У нас Кирилл переживает. Кто сколько съел. А, попробуй соевый соус. Летите иначе. На тебя? Я вообще мало соусом не ем, поэтому я как бы неспокойно так ем. А, у меня порвалось тесто. Соевый вкусный. Больших ушей я один ем. Если маленькие, два. Но вот эти средние, но я уже что-то, говоря, так объелась. И никто не хочет доедать. Поэтому я давлюсь. Пускай мне будет плохо. Мы что-то кушуру давно не ели, да? Папа, смотри. Мода. Мода на Макс. Там получается, такие длинные доски деревянные. И там вот получается два сета. Один сет это кушуры, а другой сет бузы. Ой, мои деды. Когда-нибудь вот схожу тоже. Пойдем вместе, допустим, поснимаю. Ну, бузы с начинками разными, а кушуры разной формы. А вы когда-нибудь задумывались, что появилось раньше, чебурек или монгольский хушур? На первый взгляд они почти одинаковые, жареное тесто и сочное мясо внутри. Но если копнуть глубже, история становится интереснее. Чебурек считается национальным блюдом крымских татар и известен уже очень давно. Именно он получил более раннее историческое описание и распространился по многим странам. А вот хушур – это традиционное монгольское блюдо, которое появилось под влиянием соседних кухонь. Монголы адаптировали идею под свой вкус, сделали его более мясным, сытным и идеально подходящим для кочевой жизни. Но есть один интересный момент. Такие жареные пирожки настолько просты, что могли появиться в разных культурах почти одновременно. Поэтому правильно сказать, не кто у кого украл рецепт, а то, что у каждого народа получилась своя вкусная версия. Так что чебурек – это классика, а хушур – его монгольский характерный родственник. И теперь главный вопрос. Что вкуснее, чебурек или хушур? Напишите в комментариях, что бы выбрали вы.
Хушуры надо пробовать. Все-таки это традиционное монгольское блюдо. Ну вот, у меня как бы идеальная формула, да? Большой хушур это одна штука. Но мы такие, я сегодня ничего не ела целый день. И думаю, ну ладно, съем два, они небольшие. Но я так объелась. Очень сытные. Они еще жирноватенькие такие. Мы тогда ходили, про бузы снимали. Просто так спонтанно такое было видео. Получается, мы пошли, думаю, ну ладно, достану камеру, снимаю. У меня еще, по-моему, даже камеры не было, на телефон снимала. И оно так зашло. У меня самое большое количество просмотров набрало. 14 тысяч, по-моему. И столько комментариев там было, что я неправильно, значит, сделала. Вылила сок. У меня было много кадров, и почему-то вот именно я решила это ставить. Но я потом поняла, что это правильно сделала. Если у вас проблемы с желудком, обязательно везите таблетки с собой всегда, потому что... А как ты выйдешь? Обходи. Я тебя подожду. Потому что очень... Обходи. Иди вон там в калитку, выходи. Потому что еда жирная, очень много мяса, и с непривычки может произойти такая неприятная ситуация. Руку дай. Произойти такая неприятная ситуация, ну, разболится, да, как бы и весь отпуск все коту под хвост. Поэтому таблетки обязательно. Я всем своим всегда говорила, таблетки берите, припейте. Но когда первый раз сюда тоже я приехала, вот у меня с непривычки, потому что все мясное, здесь даже сосиски мясные, настоящие такие, и колбаса, и ты ешь, у тебя все мясное. Ой, как еще я помню, заболела сильно. Нельзя кусать? Сильно заболела, и у меня вот это все наложилось, как мне было плохо. И я потом прилетела домой, я, наверное, мясо не ела месяц. Вот так мне было плохо. Помню, еще муж это сварил что-то там, когда вот я болела, и он сварил макароны с сосисками. Я помню, эту сосиску откусываю, и меня просто аж до тошноты. Я говорю, фу, я есть уже не могу. Аж сейчас я вообще уже привыкла. Я очень стала много мяса есть. Ну, мы и так не едим каждый день мясо. Мы, как бы, я чередую. Если я мясное что-то приготовила, то в следующий раз такое легкое будет. Если легкое, то мясное. Вот. Могу рыбу пожарить. А так, конечно, я не как местный. Я не могу есть мясо каждый день. Никита, вы куда пошли? Все, ладно. Буду заканчивать видео. Мы уже до магазина дошли. Проходи здесь. Молока купим. И хлеба надо. Все. Тем, кто кушает и смотрит меня, всем приятного аппетита. Тем, кто не кушает, идите обязательно покушайте. Вам тоже приятного аппетита. Все, всем пока.